По приглашению главы государства в Казахстан с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. В Ахорде состоялся торжественный прием, прошли переговоры в узком и расширенном составе. По итогам насыщенной программы визита гость поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений. Тему продолжит Кунсая Курмет. Первая встреча президента Касым-Жомарта Токаева и Олафа Шольца в статусе канцлера прошла ровно год назад, в это же время, но в Берлине. Тогда, во время своего официального визита в Германию, лидеры договорились усилить работу по реализации совместных проектов. Речь шла о нефтехимии, металлургии, транспорте, логистике, а также горнодобывающей промышленности и энергетике. Уже сегодня стороны сверили часы, обсудили дальнейшие планы взаимодействия и, конечно же, международную повестку. Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей. Казахстан, богатый природными ресурсами и имеющий отличный транзитный потенциал, всегда был для Германии приоритетным партнером в Центральной Азии. Об этом говорят и цифры. Взаимный товарооборот за 7 месяцев этого года составил 2,3 миллиарда долларов. Экспорт из Казахстана в Германию вырос почти на 3%, что в денежном выражении составило 662 миллиона долларов. Нефти и нефтепродуктов наша страна наторговала на 523 миллиона больше. На самом деле, давайте начнем с того, что у нас с Германией очень давние и близкие взаимоотношения. Вот даже на текущий момент сейчас у нас реализовано в Казахстане 21 проект с участием немецкого капитала. Общий объем инвестиций составляет порядка 1 миллиарда евро. В данном случае мы говорим и о производстве строительных материалов, мы говорим о производстве запорной арматуры. У нас в Караганде работает компания Бёмер, например. Компания Кнауф, очень известный бренд в области сухих смесей, уже давно на территории Казахстана работает. Во время прошлой встречи с Олафом Шольцем президент Токаев предложил создать сырьевой консорциум в виде запас редкоземельных металлов у Казахстана на 46 триллионов долларов. Тогда же договорились и о партнерстве в зеленой трансформации и даже привлекли первые 50 миллиардов долларов. Вместе с инвестициями немцы делятся как с технологиями, так и кадрами. Подготовка специалистов для энергетики, для теплоэнергетики в частности, энергоменеджмента будет вестись совместно с немецкими коллегами. Для нас это очень важно, потому что с точки зрения управления энергетическими сетями, выработкой электроэнергии Германия тоже очень сильный инжиниринговый центр компетенции. Второе большое соглашение – это на базе Восточно-Казахстанского технического университета создается казахстанско-немецкий центр, научный центр в сфере металлургии. На базе Национального аграрного университета Алматыда будет создан совместный научный центр по водной проблематике. По итогу встреч Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли совместную декларацию о сотрудничестве между странами. А члены делегации подписали 3 меморандума в банковской сфере и высшем образовании. И как всегда бывает на встречах самого высокого уровня, в центре внимания всегда международная повестка. Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался об урегулировании ситуации вокруг Украины. Позиция Казахстана ясна. Наша страна только за мирное регулирование острых ситуаций. Хоть и шанс на перемирие был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, возможность на достижение мира по-прежнему существует, отметил президент Казахстана. Кстати, продолжает тему геополитики. Завтра в Астане Олаф Шольц примет участие в саммите Си-5+1 и встретится с лидерами Центральноазиатской пятерки. Кунсая Курмет, Нурали Кудайбергенов, Жбек Жолы.